Уважаемые абитуриенты, доброго времени. Я рада вас приветствовать что вы поступаете в наш университет, а именно выбрали наш институт. Хочу сразу сказать, что в нашем институте вам учиться будет комфортно, интересно и перспективно. Меня зовут Юламанова Гузель Миняхметовна, я являюсь председателем приемной комиссии. У нас получается вступительное испытание, общая физическая подготовка. Форма сдачи обязательно очная, и вид экзамена – это сдача контрольных нормативов. Вы сдаете 5 контрольных нормативов, из этих 5 контрольных нормативов выставляется максимальное количество 100 баллов. Каждый норматив имеет вес 20 баллов, поэтому вам нужно будет как можно больше баллов набрать это количество. Вот здесь вот продолжительность вступительного экзамена написано 60 минут, но у нас ограничений нет по времени. Вы спокойно сдаете и уходите после того, как все нормативы сдали. Хочу сказать, что вы, прежде чем прийти к нам в институт поступить или начать общую физическую подготовку, вам в первую очередь нужно прийти на Софью Перовской 40 в 9:30 и взять с собой рюкзачок. В рюкзачок положить обязательно спортивную форму, кроссовки, там трико, футболка и обязательно плавательные принадлежности, потому что у нас самый первый вид – это плавание. Вы должны взять с собой плавательную шапочку резиновую или какую там у вас будет. Потом у вас должны быть обязательно плавки, и плавательные шорты или плавки у юноши и плавательный костюм у девушек. И, естественно, мочалка, мыло, чтобы вы могли спокойно помыться перед тем, чтобы вам не мешали, не останавливала вашу скорость всякие. Поэтому вы чистенькими будете плавать 50 метров, быстро проплывете сразу же. Следующий норматив после плавания, первый норматив вы сдаете плавание, после плавания вы идете, уже переодеваетесь в спортивную форму и уже начинается прыжок в длину, потом сгибание, наклон туловища вперед. И получается самый последний у нас будет норматив, это баскетбол, это передача, ловля, ведение мяча. Далее я вам подробнее расскажу, я просто сейчас вам схему рассказываю. И после того, как вы сдали последний норматив баскетбол, вы уже у нас сдаете вот свои листы экзаменационные и уходите спокойно. Следующее у нас нужно явиться в 9:30. Еще раз вот напоминаю, что вы в 9:30 являетесь на Софью Перовской 40. Мы уже вас все ждем. При себе иметь помимо рюкзачка, в котором спортивная форма и плавательные принадлежности, паспорт и экзаменационный билет. На экзамен также можете взять, естественно, бутылочку воды и шоколадку. Следующее у нас получается расписание вступительных испытаний вы можете увидеть вот на сайте, вам представлены. А мы с вами вот здесь вот уже расписание вступительных экзаменов. Это у нас общая физическая подготовка, очная форма на Софье Перовской 40. Это наш учебный корпус спортзала номер 1, первый этаж. 22 июля в 9:30 вы приходите. Резервный день у нас 25 июля. Следующее у нас, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. Вы можете посмотреть всю программу вступительных испытаний, вот зайти на сайт, и вот здесь вот вы это все увидите. Каким образом порядок и правила выполнения тестов. В первую очередь хочу вам сказать, что первый, еще раз напоминаю, экзамен это у вас будет плавание. На выполнение этого теста дается всего одна попытка. Этот тест проводится в плавательном бассейне. У нас длина плавательного бассейна на Софье Перовской это 25 метров. И в первую очередь хочу обратить внимание тех абитуриентов, которые плохо плавают, подходите ко мне и говорите о том, что вы плохо плаваете. И поэтому мы вас будем ориентировать на первую дорожку и ориентируем вас на первой дорожке, где вы поближе к бортику будете. Если те, кто вообще не умеет плавать, тоже подходите ко мне или там кто вас будет сопровождать из приемной комиссии и говорите, что вы плавание пропускаете. Ничего страшного,
если вы плавать не умеете, у вас есть попытка, и еще 80 баллов вы можете заработать на остальных других нормативах. То есть вы уже не на плавание идете, а на другой норматив вас там уже направят. Следующие, остальные вы уже по 6 дорожек у нас там в плавательном бассейне, и вы по правилам, по правилам соревнований, ну не соревнований, а вступительных испытаний, вы уже каждому дорожку выдается, вы проплываете, вам говорит преподаватель, который на вашей дорожке, время, вы его запоминаете и больше не подходите на дорожку и не спрашиваете, какое у меня время и как я проплыл. Пожалуйста, обратите на это внимание, чтобы вы точно знали свой результат. Следующий у нас норматив – прыжок в длину с места. После того, как вы проплыли все, вы переходите вниз, у нас спортивный зал, тренажерный, вы туда переходите, и уже там начинается у вас прыжок в длину с места. Прыгаете, вам дается 2 попытки, выполняет прыжок, после выполнения первой попытки сразу выполняется вторая попытка и измеряется длина прыжка по конечной точке. Если вы упали и руки у вас сзади, то значит это конечная точка, и пожалуйста, повнимательнее, чтобы вы хорошо прыгнули и вперед корпус и уже приземлились на 2 ноги, чтобы без опоры. Лучший результат фиксируется, и опять-таки вам говорит ваш преподаватель, который принимает нормативы, ваш результат. Вы его тоже запоминаете, потом просмотрите, какие баллы у вас получаются. Следующий норматив, который вы идете, это сгибание и разгибание рук. Вы выполняете, для этого теста дается всего 1 попытка. Вы сгибаете и разгибаете руки в упоре лежа, выполняя исходное положение лежа на полу, руки на ширине плеч. И обязательно вы должны наклоняться, сгибать руки до уровня 45 градусов. Там будет стоять определенный кубик, и касание его считается за 1 раз. Нормативы потом дальше мы посмотрим. Также вам преподаватель, который принимает ваш тест, говорит о том, что какой у вас результат. Вы его запоминаете. Следующий норматив – это упражнение на гибкость. Наклон вперед из положения стоя на скамейке, ноги вместе. Вы наклоняетесь как можно ниже, и вам дается всего 1 попытка. Вы должны наклониться с прямыми ногами и удержать на максимально низком, на максимальном расстоянии свои руки на табло, которое будет на скамейке. И вам нужно будет знаком плюс или минус определяется, и вам также преподаватель, который принимает эти нормативы, вам говорит ваш результат. Вы его запоминаете. Следующий у нас норматив, последний, 5-й норматив, вы переходите в другой спортивный зал, который игровой спортивный зал. Там вы делаете тест. Тест очень простой. Вы выполняете передачу своему партнеру первую, потом партнер отдает вам обратно на исходное положение. Вы с ведением мяча доходите до центрального круга, обводите этот центральный круг с ведением мяча, можете правый, левый, без разницы. И добегаете с ведением мяча до противоположного баскетбольного кольца и выполняете бросок в кольцо. Выполнив бросок в кольцо, секундомер выключается, когда вы попадаете в кольцо. То есть самое главное, обратите внимание на качество выполнения броска. Результат будет зависеть во многом от этого, поэтому обращайте внимание. Также преподаватель, который принимает у вас этот тест, после окончания вам говорит ваш результат. Для выполнения этого теста вам дается 2 попытки, поэтому у вас есть возможность улучшить свой результат
исходя из вот ваших технических возможностей. Ну, в принципе, кратко я вам рассказала, как нормативы вы делаете. Вот у нас какие критерии оценивания. Посмотрите, для юношей 20 баллов и есть 6 баллов. Вы можете все нормативы на 20 баллов, можете на 6 баллов сдать, можете кто-то, какой-то норматив у вас по баллам вообще не пройдет. Но я надеюсь, что у вас уровень подготовленности хороший, и вы будете уже всегда, все, кто хочет именно учиться на нашем факультете, нашем институте. И вот для девушек тоже у нас нормативы, естественно, другие, но тесты все те же самые вы и делаете. Еще раз, вот меня зовут Юламанова Гузель Миняхметовна, я председатель комиссии. Вот мой личный номер телефона. Пожалуйста, по любым вопросам звоните, я с удовольствием с вами отвечу, вам отвечу и проконтролирую какие-то, если у вас будут вопросы. Благодарю за внимание.